Вот этот проект, просто аниматроник, Сам по себе, короче, стоит. да, Лукасфильму обошлось $5 миллионов. Вот поэтому, если мы это будем развивать в Якутии, то мы можем снимать разные фантастические фильмы. Всем привет. Привет. Заходите. На днях наша съемочная группа побывала в гостях у Аяла Федорова и его команды в их мастерской, где они создают свои уникальные проекты, известные на весь мир. Аял Федоров – тот самый создатель копии корабля из сериала «Мандалорец» и истребителя из киновселенной «Звездные войны». Меня зовут Федоров Аял. Я из Вилюйска, там учился и закончил школу. Затем поступил в Мирнинский, с ВФУ. Сходил в армию, закончил экономический колледж, да, и сейчас занимаюсь только этим, да, косплей. Не то что косплей, это называется, делаем реквизиты, разные реквизиты по заказу. Если у нас есть какой-нибудь сложный проект, то мы работаем над ним всю ночь. Получается, спим где-то по 5 часов в день и по очереди работаем. Например, стоит костюм, да? Вот эта кукла, она сделана из пенопласта, полиэфирной смолы, там шпатлевки, разные виды грунтовки, краски. Да. Оно как пластмассовое, пластиковое. Если, например, видит какой-нибудь костюм, то понятно, что некоторые части из ткани, да, нужно шить. Да, если, например, это робот, то это евофом, такой материал, которым мы пользуемся для йоги. Для ковриков, детские коврики, пазлы, это евофом. Когда вот только начинали, и когда мы строили просто для себя, для того, чтобы узнали про нас, про Якутию, то, конечно, да, мы там использовали свои финансы. Финансовая часть это очень сложно, не идеально. По рассказу все и происходит идеально, вот свои финансы. На самом деле было трудно искать деньги на материал. Мы сдавали в ломбарды, все свои вещи. Мы искали у разных организаций партнеров. И, конечно же, за счет заказов мы оплачиваем аренду, бытовые все эти операции. Мы оплачиваем аренду, оплату работникам, плюс бытовые необходимости, еда, рыльно-мыльные, материал плюс. И вот это все учитывается, и вместе выходит такая, хорошая сумма. И чтобы это все функционировалось, нужно нам заказы. Да, мы делаем заказы, это все оплачиваем, плюс если остается время, то делаем проекты для себя. Например, костюм Мандалорца, да? У него есть материалы, которые мы печатаем. Шлем, броню, все. И там уходит где-то 20 тысяч это на пластик, плюс ткань, где-то 10 уходит. И плюс оружие. Все предметы, кожаные элементы есть. Где-то 40 уходит на создание одного костюма. Вот. Чтобы была она в точь-в-точь, как в фильме. Привет, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Олег. Я Ваня. Олег. Ваня, приятно познакомиться. Валера. Какова ваша роль в команде вместе с Аялом? Начни. Я занимаюсь именно продвижением того, чем мы занимаемся, то есть нашу работу показываю в соцсетях. Сейчас мы планируем создать новый аккаунт наш. В общем, разделяем нашу деятельность на две части. То есть одна часть будет у нас заниматься креативом, непосредственно съемками, непосредственно выступлениями с публикой. Но это по большей части, конечно же, у нас будут дети. Соответственно, у нас сейчас готовится наша новая такая организация Hero Lab будет называться. Вот, мы будем заниматься арендой услуг, то есть костюмы арендовать для бизнеса, для себя. И вот выступление, может кого-то поздравить, даже выехать, какой-то супергерой выезжает. Я когда вижу какой-нибудь объект, я уже понимаю, из чего можно сделать его. Подкидываю материала, процесс работы по этапам. И сейчас это очень просто, проще. А раньше это было сложнее, а как этот материал, откуда его взять, как можно узнать про этот материал. А это с чего, пластик, как они форму делают, это было очень сложно. Да, вот я вижу, когда делаю какой-нибудь объект, я могу представить у себя в голове, как крутить его,
Ага. Как компьютер, да, и использую это как воображение свое очень нормально, мне кажется. Ну, не хорошо, прям 100%, а я могу крутить, например, когда куклу делаю, я же это все вырезаю там, и нужно вырезать так, чтобы она там была похожа на саму себя. С детства я занимался этим, вот это, тем, что занимаюсь, я занимался с детства, как себя помню, да, потому что, короче, такая история была, мама случайно уронила в манежку карандаш или ручку, да, и я не стал это грызть, а взял и начал рисовать круг, типа, я понял то, что это, типа, можно, она оставляет след, да, и начал делать круги, я не заметил то, что круги получались очень идеально, как циркуль, да, и вот эти круги потом стали стали машинкой, получается, круг и палка, круг. Потом появился кузов. Ну, так мне рассказывают, правда или нет, я не знаю. Но, наверное, не врут. Нас 6 в команде со мной. Да. Это разные талантливые люди. Это программист, оператор, который снимает нас. Еще вот некоторые специалисты по разным областям. Там, каким-то материалам, каким-то вещам. Некоторые это самоучки. Ну, все самоучки, в принципе. И мы учимся друг другу каждый день. Типа, что-то новое узнаем, и они тоже обретают какой-то опыт. Я один все не делаю. Да, вся моя команда, она трудится какой-нибудь определенной задаче. И кажется, что я все делаю один. Но, в принципе, я контролирую все. Все, что там происходит. Если какой-то там сдвиг пошел неправильно, то я поправляю. Есть моменты, когда я делаю работу не совсем успешно. Бывают провалы и недопонимания там, но мы стараемся исправлять. Мы принимаем свои ошибки и как-то это все исправить. Поэтому в жизни происходит не все гладко, идеально. Бывают и неудачные заказы, неудачные проекты. Не надо расстраиваться, нужно идти дальше и как-то общаться, исправляться, улучшаться. Нужно думать о будущем, а не о прошлом. Оставить все прошлое и думать о будущем, чтобы изменить будущее, чтобы было лучше, например, жизни своих ребят, вообще всего, истории сделать какую-нибудь для Якутии. Ну, я так думаю. Я горжусь тем, что я продолжаю этим заниматься. Несмотря ни на что, очень много проблем у людей, да, бытовой, семейные, плюс еще другие проблемы, которые останавливают человека. Но важно знать, что нужно продолжать, как бы ни сложились обстоятельства, как бы все весь мир, чтобы никак бы не менялся, нужно продолжать делать. Это то, что нравится тебе.